Добрый день, меня зовут Иванова Алина. Я ученица 5 класса Павловской средней общеобразовательной школы имени Василия Николаевича Книжникова. Тема моей работы – правильное питание – залог здоровья. Питание – это процесс получения энергии. Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост и нормальное развитие. Актуальность выбранной темы очевидна, и нам, детям, нашим родителям, хочется, чтобы мы не болели, выросли здоровыми и вели здоровый образ жизни. Основной целью нашего исследования является осмысление понятия здоровое питание и применение их в жизни. Проблемы исследования. В период пандемии нужно беречь и укреплять свой иммунитет и в том числе наладить правильное питание. Задачи. Проанализировать научную информацию по данной теме, уточнить понятие здоровое питание, изучить состав продуктов питания и выяснить, какие продукты необходимы для здоровья человека, исследовать некоторые продукты на содержание углеводов, провести анкетирование одноклассников, создать мобильное приложение с инструкциями приготовления полезных заготовок для укрепления иммунитета. Наша работа состоит из 3 глав. В первой главе мы изучили понятие здорового питания, узнали про важные питательные вещества, ознакомились с законами и правилами здорового питания, а также провели анкетирование одноклассников в Google форуме. Анкета состояла из 8 вопросов. Приняли участие 17 учеников. По результатам анкетирования пришли к следующим выводам. Большинство думает, что здоровье человека зависит от его питания на 70%. Понятие здорового питания – это сбалансированный рацион из натуральных продуктов. Далее мы решили найти информацию, как должен питаться ребенок, чтобы быть здоровым и крепким. Наиболее важные питательные вещества для организма – белки, жиры, углеводы. Оказывается, наиболее важным источником энергии для человеческого организма является углевод. Вот поэтому мы решили искать больше информации об углеводах во 2 главе нашей работы. Во время летних каникул я приняла участие в республиканском проекте Малой академии наук в Якутской исследовательской школе «Юниор» по направлению химия в домашних условиях. За это время мы провели домашние эксперименты по обнаружению крахмала в продуктах. Мы убедились, что именно углеводы являются источником энергии. Крахмал – это и есть сложный углевод, который необходим нашему организму для полноценного функционирования. Провели эксперименты на наличие крахмала в крупах, фруктах, молочных продуктах, овощах, макаронных изделиях. Самый известный и доступный способ эксперимента – это капать немного йода на продукт. Этот метод называется йодометрией. Выводы по экспериментам. В продуктах животного происхождения крахмал не обнаружен. В продуктах растительного происхождения крахмал обнаружен. Глава 3 исходит из проблемы нашей работы. Мы решили сделать полезные заготовки из натуральных свежих продуктов. Поэтому во время каникул собрали ингредиенты и вырастили огород в приусадебном участке. На последнем этапе разработали мобильное приложение. Приложение создано в платформе AppSphere. Приложение полезной заготовки состоит из одной функции. Включает в себя 14 наименований продуктов с описаниями и рецептами приготовления, а также для тех, кто хочет приобрести продукт, указана цена и контакты доставки. В заключение я бы хотела сказать, мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Спасибо за внимание.